В Республиканском медиацентре работает Николай Борисов. И сегодня у нас в гостях советник по Японии и странам Азиатско-Тихоокеанского региона Ассоциации индустриальных парков России господин Ивао Ахаси. Здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно. Да. И первый вопрос, мистер Ахаси, вы не первый раз прилетаете в Якутию. Расскажите, что привело вас к нам на этот раз? Я говорю, это привлекательности вашей великолепной республики. Саха-Якутия для меня один из самых привлекательных регионов не только России, а тоже в мире. Да. Почему? В чем вот эта привлекательность? Это, например, это история, это культура, это природа, это даже климат. Да? Но также это большой потенциал стратегического развития пространства, экономики республики. Вот это привлекает меня сюда. Да. Поэтому в прошлый раз через канал учебного центра, региональной школы, управления я был приглашен 2 раза в Якутии для чтения лекций на теме стратегического развития экономики и пространства страны, инфраструктуры. И этот раз это чуть-чуть другая тема, это по теме утилизации отходов. Это тоже современная тема сейчас в России в целом, да, и в том числе в Якутии. То есть можно сказать, что в Якутии один из регионов, где реализация национального проекта по переработке мусора, она почему-то привлекательна для Японии? Это не именно мусор, это именно возможности сотрудничества. Да? Вот это. То есть с японской точки зрения, вот это Саха-Якутия, это один из главных партнеров на Дальнем Востоке России, да, на дальнейшее сотрудничество. Да. Потому что у нас много лет назад между нами имеется большой опыт успеха сотрудничества. Это на юге, Южной Якутии, да, там уголь, лес, это советское времени, мы совместно разработали проект и очень успешно реализовали. Мы покупали уголь, лес из Советского Союза, именно вот в Южной Якутии, и мы экспортировали телевизоры, оборудование и так далее, так далее. Самый успешный гигантский опыт сотрудничества до сих пор помнят. Да? И поэтому вот эта ваша земля, вот эта Якутия-Саха, это пространство возможностей сотрудничества. Отлично. Ну, может назвать пример помимо вот этого древнего, да, скажем так, ну, то есть, который был в далеком промежутке времени, может, последние какие-то есть примеры сотрудничества региона нашего с Японией? Здесь посещают достаточно часто японские бизнес-делегации, и также из Якутии делегация, официальная делегация, бизнес-делегация посещает. Да? В этом году, в середине мая, состоится официальное открытие года Японии и России регионального сотрудничества в городе Саппоро. Я думаю, что там тоже будет присутствовать делегация из Якутии, Саха-Якутии. Да? Вот таким образом. И тоже посещает из Японии делегация на теме, например, вот теплицы сейчас развивается. Да? Это очень хороший пример. Вчера я видел вот эту маленькую печь сжигания мусора в городе. Да? Это тоже другой вариант. И тоже переговоры сейчас идут с Министерством ЖКХ Республики на теме создания более серьезного мусоросжигательного завода. Я очень надеюсь, что все будет
хорошо, успешно реализуется, хотя, конечно, проблемы появляются иногда или всегда, да, но через несколько лет какой-то будут конкретные результаты. Да. Ну да, действительно, теплица Саюри, Да, она... очень хорошие Да, примеры, примеры качественные овощи, да. Ну, являясь независимым экспертом по стратегическому развитию и международному сотрудничеству, какие из проектов, на ваш взгляд, наиболее перспективны? Именно в какую отрасль нам стоит развиваться? Спасибо большое. Это для меня очень, как сказать, важный объект исследования. Да? А именно на этом направлении я уверен в том, что имеется у вас ваше пространство, ваша земля и ваша экономика, там имеется очень большой потенциал стратегического развития. Да? Я не говорю потенциал развития, я всегда говорю потенциал стратегического развития. Это должно быть, как сказать, больше, как это называется, не знаю, на русском языке, более искусственное развитие. Да? То есть это должно быть боль со стороны государства, со стороны народа. Да? Мы должны пойти в таком направлении, да, развиваться. Вот это стратегия, да, стратегическое развитие очень важно. И именно здесь. И при этом, я думаю, что важным фактором является создание синергии. Синергии между проектами. Если один проект, ограничения есть по максимизации инвестиционной привлекательности, тогда подумать 2 проекта, 3 проекта, и между ними создать синергию. Да? Тогда инвестиционная привлекательность будет выше. Да? Актуальный инвестор появляется. Вот так. Например, если мост будет, это очень хорошая новость, да? Мост будет, тогда не просто мост, но вокруг моста что? Инфраструктура. Развивать. Это новое пространство появится. Это уже большой потенциал. Поэтому мост это будет так называемая стратегическая ось развития. Это будет ось. Вокруг оси должны создать, как сказать, реализовать разные проекты, которые должны иметь между ними синергию. Да? Таким образом, эффективное стратегическое развитие будет возможно. Да? Вот не только мост, это один пример. Это тоже вчера поговорили про возможность создания сжигательного завода. Да? Но не просто завод. Может, вместе с заводом теплицей или даже аквапарк. Да? Потому что тепло, да, это практически бесплатно и производится из завода. Да? Там теплицы или аквапарк это потребует достаточно большой объем электричества, да, или тепла. И поэтому это должно быть один комплексный инвестиционный проект. Тогда инвестиционная окупаемость будет совсем другом. Представляете, да? Очень интересно. Да. Таким образом, подумать про синергию, как создать синергию, как максимизировать синергию, это самый главный путь для эффективного развития. Да. Ну, во время этой поездки с кем вам приходилось общаться? В этот раз мы посетили ряд министерств республики, и в городе это несколько структуры, город, конкретные объекты касательно утилизации мусора и так далее. Тоже поговорили с журналистами, как вы. Все было очень полезно и очень, как сказать, большой смысл был. И я только после завершения ряда встреч, только просто моя уверенность в возможности еще дальнейшего сотрудничества, это только это увеличиваться. Да. Ну, все-таки, наверное, есть какие-то проблемы. Сейчас весь мир говорит о коронавирусе. Я не могу упустить эту тему. Да, это является ли это проблемой вообще в международном общении? Это, во-первых, я очень надеюсь, что это только проблема временная. Да? То есть через несколько, как раз не недели, но несколько месяцев
может эти уже пик пройдут, да, так у меня большая надежда. Но одновременно это уже пора подумать еще раз, как сказать, готовиться к такому фактору, который изменит образ жизни. Да? Это не только вирус, это также климат. Да? Кардинально меняет образ жизни. Да? В Японии, если раньше это тайфун в год это 3-4 раза, а сейчас 10 раз, да? вот так меняется. Поэтому нужно подготовиться и создать это новый образ жизни, это новую инфраструктуру, да? Новый, как сказать, стиль жизни. Это уже пора начинать потихонечку подумать вот таком направлении. Не только в Японии, также в Китае, в России тоже, да. Ну, надеемся, что ваш вклад в развитие наших отношений между республикой, Японией... Если это сотрудничество с вами, сотрудничество с республикой Саха-Якутия, я всегда буду очень рад, всегда буду готов к эффективному сотрудничеству ради развития вашей великой земли. Спасибо большое. Спасибо большое. Это был «Акцент». Встретимся снова на площадке Якутского Саха информационного агентства.